Каждая страна имеет свои, присущие только ей черты. Чехия знаменита своими пивоваренными заводами. Здесь, в Градец-Кралове, очень тяжело устоять от соблазна выпить пивка. Лично я не удержался. Пиво в Чехии действительно очень вкусное, и чтобы его попробовать, далеко в Градец-Кралове ходить не нужно. На каждой приличной улице есть пивной бар, где можно по очень низкой цене заказать и баночное, и бутылочное, и в разлив. Но футболисты московского «Динамо» прилетели в небольшой город на севере Чехии не только для дегустации пенистого напитка. Знаем, что здесь пиво хорошее, а что дальше, не знаю, как бы. Удастся попробовать? Ну, после игры, я думаю, удастся. До игры, я думаю, навряд ли, а после игры, при хорошем результате, я думаю, что попробуем. Мысль о пиве отложена до лучших времен. Предстоял тяжелый матч. Местный клуб «Градец-Кралове» очень слабо выступает в своем национальном чемпионате. Но перед кубковой игрой все это не важно. Динамовцы прилетели в Градец накануне и сразу же отправились на тренировку. Именно здесь Адамас Голодец должен был решить свою главную проблему – определить, кто будет на следующий день защищать динамовские ворота. Валерий Клеменов неуверенно провел несколько предыдущих матчей, а у Андрея Сметанина в последнее время отсутствовала игровая практика. К тому же он был травмирован. Голодец со стороны наблюдал за тем, как второй тренер Николай Гонтарь вел занятия вратарей и принял Соломоново решение. Воротов станет Сметанин. Утром футболисты гуляли по городу. Предположения, что русским здесь опасно появляться без охраны, не подтвердились. Большинство чехов либо не таят обиды на Россию за вторжение 1968 года, либо искусно скрывают неприязнь. Чехи уже забыли, что когда-то входили в социалистический блок. Теперь они вернулись к своим прежним ориентирам – Германии и Австрии. Вообще, Градец-Кралове вполне мог напомнить какой-нибудь провинциальный немецкий город, если бы не наличие на улицах автомобилей марки «Шкода» и множество велосипедов. Ведь после пива можно садиться только за велосипедный руль. Казалось, что футбол не вызывает в Градец-Кралове большого ажиотажа, а предстоящей игре напоминали лишь немногочисленные афиши. В названии команды гостей слово «Москва» почему-то было отпечатано огромными буквами. Видимо, в знак особого уважения к России. Быстро заставили местную публику уважать себя и динамовские фанаты. Небольшая, но шумная группа поддержки «Динамо» добиралась до Чехии на поездах через Украину и Словакию. Прямо с вокзала болельщики направились к входу в гостиницу «Чернигов», где остановилась команда. Адамас Голодец нашел время для того, чтобы поговорить с ними, а игрокам было не до этого. Они уже настраивались на борьбу. Стадион Всешпортовный был заполнен не целиком, но публика была отборной. Минимальный счет первого матча означал интригу, но вряд ли динамовцы, имевшие 2 недели назад большое преимущество, могли предполагать, что интрига потянет на боевик. Вначале Черышев несколько раз напряг чехов, а однажды даже попал в перекладину. Но это оказалось отголоском московского матча. Чехи повели себя совершенно неожиданно. Дома они выступили в роли фаворита. Первая же серьезная атака Градец-Кралове закончилась голом. После навеса справа выстрелил Каплан. 1-0. Покушение состоялось. Но, как Ильич, Сметанин остался жив. Чешская публика возбудилась. Капитан хозяев Урбан заводил фанатов жестами и, конечно же, игрой. Пас пяткой под удар Рехаку. Мимо, хотя и опасно. В конце тайма динамовцы удачно вошли в штрафную Градец-Кралове. Завязалась борьба, и настойчивый Терехин спровоцировал защитника на фол. Забитый пенальти фактически означал выход в следующий этап. Еще 2 мяча чехи вряд ли бы забили, но Кузнецов не пробил Вахалу. У пенальти в этом матче была особая роль. После перерыва динамовцам стало еще труднее, но когда ошибался Сметанин, его выручал Саматов. Этот левый полузащитник контролирует не только свою бровку. На линии ворот он незаменимый человек. Счет 1-0 не изменился, хотя чехи даже попадали в перекладину. В дополнительное время «Динамо» сбило темп и сделало игру вязкой. 30 минут прошли без событий, за исключением удаления Колотовкина за вторую желтую карточку. Оно вызвало некоторую нервозность, но на результат повлиять уже не могло. Пенальти. В нынешнем сезоне этот компонент игры судьбоносен для «Динамо». Они выиграли Кубок России именно по серии 11-метровых. Тогда героем матча стал Сметанин. Андрей и сейчас вспомнил свое героическое прошлое. Неудача Терехина была незаметным эпизодом. Сметанин взял 3 пенальти подряд. Андрей перерос рамки героического. Он стал вождем победы. Я думал, что я что-нибудь должен поймать, должен помочь команде. Мы просто не могли проиграть этой команде. Нас бы дома не поняли, если честно.
Решающий пенальти забивает Ковтун. Юрий всю игру честно выполнял черновую работу и в решающий момент не дрогнул. «Динамо» идет дальше. Быстро данный успех, но заслуженная радость. Мое дело надо было исполнить пенальти, а потом, когда увидел, что ребята уже побежали, решил, что уже все, значит, мы выиграли. То, что пенали наша команда выполнила лучше, это как раз и было той каплей, которая подтвердила, что ли, что где-то вот мы оказались сильнее именно в пеналях. А сама игра, я думаю, она равная была. Пиво, безусловно, нужно выпить. После такой игры, я думаю, что нужно выпить пиво. И можно. Кто-то может подумать, что я герой. Ну, это неправильно подумать. Все молодцы. Все бились в год и до. Просто вся команда молодцы. За наш футбол.